Всем привет, с вами Александр Попов и канал Destruction Test. И сегодня у нас на обзоре очень интересный и уникальный автомобиль во всей части нашей необъятной страны. Итак, встречайте Mercedes CLS первого поколения. Итак, ребят, 219 кузов Mercedes, он же банан. Почему назвали его вообще банан, в принципе, да, я так понимаю? Ну, мы не шарим в европейских машинах, потому что мы находимся на Дальнем Востоке, у нас это очень редкий автомобиль, а такой автомобиль это вообще огромная редкость, и огромная удача найти такой автомобиль в таком хорошем состоянии. Итак, в общем, поехали. Почему называется он банан? Потому что вот эта линия стоек, ну, похожа дугообразно на, грубо говоря, с вами банан. Вот поэтому нас вообще очень странно называют Мерседесы кабаном, бананом, каплей, там как только не знаю, геликом, квадратом, прочее. Ну, короче, очень интересное название, только в России такие происходят. Этот автомобиль позиционируется как четырехдверное купе. Четырехдверное купе или гран-купе его называют, короче. Да, вообще мы привыкли к гран-купе или четырехдверное купе, это по сути лаурель, да, был. Но вот Mercedes решили сделать такое же подобие, в принципе, но только в своем исполнении довольно-таки интересный кузов. И реально привлекает внимание прохожих, людей. Читая отзывы, если честно, людей, да, вот ты поражаюсь. Они вот ездят в них в России. Их очень, на самом деле, мало. И кто купил такую машину, типа, вот ты ключевая звезда, и все, ты едешь на Мерседесе, ты крутой парень, ты поднялся. В принципе, да, я ничего не говорю, это хорошая альтернатива японским автомобилям, потому что это совсем другой уровень. Вот, знаете, вот уровень японцев и вот уровень немцев совсем другой. По качеству, наверное, исполнения, всего такого, да. Но внешка автомобиля, она очень такая. На самом деле она спорная, потому что многие его не любят. Но мне очень нравятся такие автомобили, которые выделяются не по мерседесским выглядам. Мерседес привыкли видеть плавными такими, знаете, ну, по-мерседесски. А тут какой-то он как будто вообще не от мира сего, не от Мерседеса, выродок чего-то другого. Итак, самое интересное часть еще по кузову, пойдем поближе. В общем, первым делом мы замечаем, естественно, раздутые задние арки. Это, кстати, тоже любительская тема Мерседеса, да. Вообще колеса стоят 245-й, 18-й, да, будет? 18-й, да? И они смотрятся такими утопленными. То есть, представляете, какие можно башмаки поставить? Просто это центр, вы слышите, да? Можно поставить просто огромные башмаки вот такие. Сзади там на МГшных комплектациях чуть ли не 305 или 295 резина стоит в стоке. То есть это какой огромный вот такой просто баллон стоит у вас сзади для зацепа, вот. По внешке еще что, вот смотрите, ручка, как бы мы привыкли видеть такие ручки, да, вот с вами все, но иди поближе, чтобы это было видно, вот эту именно вещь. Открываешь так, и у вас открывается окно. Переоткрывается окно, вы закрываете, оно у вас, оп, закрылось. То есть это насколько продумано, да, это вот чувствуется вот качество, да, немецкое. Пойдемте, самое интересное, это, пожалуй, двигатель этого автомобиля. Вот. В общем, это у нас 3.5. Самая простая, по сути дела, комплектация. 272 мотор, 3,5 литра. Сразу начнем, давайте, как вы любите, о проблеме. В общем, проблема этого мотора в чем? Короче, до 2007 года, если вы хотите купить такой автомобиль, вы даже хорошо подумайте. Почему? Потому что тут цепной привод ГРМ, все понятно, но в развале блока, вот здесь, да, находится балансирный вал, который при накрытии, ну, когда начнет накрываться, у вас начнет машина троить и так далее, вылезет ошибки 12.00, 12, еще какая-то, не помню точно цифру, в общем, вылезет ошибки check engine и говорит вам о неисправности, соответственно, балансирного этого вала.
Чтобы его поменять, вам нужно снять двигатель. Вы представляете, чтобы его снять, какую-то дичь поменять, вам нужно просто взять, разобрать все к чертям, вытащить мотор, просто так поставить его, разобрать, поставить, поменять и обратно. То есть тут важна даже не стоимость замены запчасти, а стоимость замены работы. То есть тут может влететь ремонт в 100-150 тысяч в зависимости от сервиса, а в нашем городе с сервисом проблем. Вот, европейским. Ну, есть хороший сервис, кто может заняться такими делами, но вы должны готовить хорошие деньги. По проблемам что еще? Вообще, тут стоит коробка, не любит резких быстрых стартов. Ну, это вообще, мне кажется, любая коробка не любит, да, такую тему. Ну, вот здесь она особенно. И если у вас, соответственно, МГшный, вы хотите навалить, коробочка скажет вам до свидания или мозги коробки. А мозги коробки стоят, извините меня, где-то от 50 и там просто в космос. Ну, то есть опять денежки готовим, ребята, погнали. И еще одна важная тема Mercedes, именно вот этого. Тут, короче, на тормозе стоит клапан CBS, SBS, короче, как всех по-разному называют. В общем, рассчитан на миллион нажатий педали тормоза. Когда его начинает он накрываться, он, ну, конечно, создает какие-то, вам не просто педальничек вибрирует, докачивает давление, конечно, там создает давление 70 очков, короче. Если чуть не хватает, начинает вибрировать, то есть это приходит замена, пора уже скоро менять. Соответственно, клапан. Этот клапан стоит, ну, грубо говоря, там от 40, там, ну, 35 можно этим пробовать. Ну, короче, вот такие цены. То есть на большие агрегаты, но это Mercedes все-таки, это нужно платить хорошие большие деньги, чтобы содержать этот автомобиль. А по ходовке, тут простая ходовая часть без пневмо. Если у вас пневмо, конечно, это Mercedes, охота пневму, охота комфорта. Ну, в принципе, на ходовке тоже комфортно, хотя кузов вроде маленький и как бы вообще не S-класс, да. Но если у вас пневмо, то готовьтесь к тому, что, ну, по словам хозяина, как бы, вообще у нас в городе проблема с европейцами в плане того, что сложно поставить сигнализацию, да, например, с автозапуском нашим любимым и прочей шляпы. А здесь стоит родные иммобилайзеры, вся эта дичь, и поэтому мало кто может поставить машину и на пневме. Вот у Mercedes заводская такая тема, вы глушите машину, получается, зимой, да? Представьте, зимой вы заглушили машину, вытаскиваете ключ, уходите, и все это время у вас пневмо просто начинает спускать. Оно вас спустило, и вы только приходите, заводите, она вас поднимает сразу обратно. То есть, прикиньте, какая подушка в минус 45, минус 50 градусов просто ее порвет. То есть, соответственно, по обслуживанию пневма будет очень сложна именно вот в этом плане. Именно зимняя эксплуатация. А так, если вы не ездите зимой, в принципе, пневма будет вам реально давать отличного комфорта. Здесь же простая подвеска. По подвеске, кстати говоря, по расходникам, тут такие же цены, как на японцев. Грубо говоря, хозяин заказал 2 задних амортизатора, которые стоят 7 тысяч рублей, шаровые. Там. И все, в принципе, легко заменяемо, все, в принципе, легко меняется. Есть еще такая тема, что не каждый может на Мерседесе выставить ход-развал. Типа, нужно очень точно это все-таки. На самом деле, все тоже легко выставляется, ничего такого особо сложного нет. Все можно сделать. И люди просто надо взяться за это. То есть конкретный сервис, который может это сделать, и все это у вас будет работать и радовать ваше внутреннее, знаете, чувство, что вы ездите на Мерседесе. Вот не хватает, кстати говоря, трехлучевой звезды на капоте, что ты ехал, не смотрел, ты радовался, что я ездил на Мерседесе, все, ты пошел к успеху просто. Тут можно просто ездить, садиться в машину, вот так сесть, фотографировать себя постоянно, каждый раз в Инстаграм заливая, говорит, вот человек поднялся в Мерседес. В общем, ребят, салон. Ну, Mercedes. Чувствуется, да, вот качество, шумоизоляция, вот закрытие двери, послушайте просто вот взяли, закрыли так глухо, тихо, спокойно. Вот это очень классно. Руль, конечно, пошарпанный немножко, но это как бы проблема любой машины, все-таки пробег тут почти 300 тысяч километров, как бы, ну, человек следит за автомобилем, у него тут стоит контрактный двигатель, контрактная коробка, в общем, сделано все с умом, и все, никаких претензий к этому не да, по салону там, может, какие-то есть вещи, которые, ну, есть косяки, ну, на это, я не думаю, не стоит обращать внимание. В общем, по комплектации. Это самая бедная комплектация, как говорит владелец, 3,5 литра. В общем, ну, как сказать бедная? Как можно сказать на Мерседесе бедная комплектация? Это у вас, естественно, люк, который вот открывается, закрывается.
Да тут, блин, все есть, ё-моё. На самом деле просто. Ну, тут вот не хватает вот потайной ящик, типа тут CD-ченджер достать, тут такой скрытый бардачочек, очень интересная тема, мне очень нравится. Классно. Вентиляции сидений нету тут, только подогревы. Двухзонный климат, трекшн-контроль, всякие антиюзы, все тут до кучи. Очень интересная регулировка сидений в плане расположения. Вот на японца, как мы привыкли, прям за сиденье сбоку, да, тут она вот как бы ближе к водителю, то есть туда ты руку просто тупо не засунешь. И вот здесь вот сделано так очень интересно и удобно. Регулировка зеркал тоже очень непривычная тема для, опять-таки, японских владельцев. Это на своих местах. Вот по поводу Mercedes и BMW вечные конкуренты, да, и вот садишься в Mercedes, и как-то все более родное. Как-то, ну, как-то все привычнее, что ли, да, все так просто понятно, никаких нету таких скрытых каких-то значочков непонятных и прочее. Даже вот АЦ-офф, как бы кондиционер выключен на BMW было снижен. То есть, и вообще вот сам решение климата очень интересно. Не как бы это не дисплей, как бы это не кнопки, это такое очень интересное решение. В этом плане Mercedes молодцы. Торпеда, вот видите, верх это полностью кожа. Дверь тоже вот мягкий пластик, все четенько. То есть, ну, качество, реально хорошее качество. И в салоне ты чувствуешь себя, ну, реально уверенно. Такие, кстати, сиденья такие, с хорошим таким профилем. По бардачкам тут тоже куча всяких штучек, как эта штука открывается, она открывается вот так. В общем, тут, блин, ну, много чего. Пошли назад посмотрим. В общем, сзади. Сел сам за собой, как видите, да. Места, в принципе, достаточно. Есть выемки для коленей вот здесь вот. Сидишь, в принципе, комфортно, да, может быть низковата крыша, низковаты вот, кстати говоря, окна маленькие, но в плане вот посадки, удобства, да. И, кстати, заметьте, что нет здесь пятого места. Это очень смелый шаг Мерседеса в плане того, что сделать четырехдверный седан 4 мест. То есть это как бы купе, пятый человек пошел, мы ездим четвером, мы тебя не возьмем, прости, братан. Такси, короче, не используется. Ну, реально, по салону тут, смотрите, тут всякой какой-то всячин, тут можно, блин, ручку положить. Ну, то есть, я даже не знаю, тут, вот, кстати, розетка для задних пассажиров и здесь. Тут, наверное, так понимаю, какой-то кармашек. Еще интересно, пепельница вот здесь. Для меня просто сейчас открытие. Я сижу и вот готов на нее вечно нажимать, просто вот так вот сидеть, и все. То есть, настолько все, свет, реально полноценная лампа, как спереди стоит у вас сзади. То есть, Mercedes. Ты даже, хотя это не бизнес-класс, как бы, да, это же купе, но он все равно позиционируется как дорогой автомобиль премиальный. В общем, тут вообще никаких, да, тут нету задней шторки, возможно, это все зависит от комплектации, потому что чем больше двигатель, тем богаче комплектация и все. Но я не думаю, что это большая какая-то огромная проблема каких-то вещей. Но качество материалов, качество исполнения, конечно, на высоте. Так что поехали, прокатимся. Жестко в спорт режиме. Вот сотня уже есть. 120, 130, 140. Сейчас будем тормозить. По езде реально, если ехать на нем, и рулежка такая, блядь, прямо норовит так агрессивно ездить, блядь. В то же время ты хоп отпустил, едешь спокойно, как на Мерседесе все ездят обычно. И ходовка мне вообще нравится, конечно. Вот именно ожидание машины, когда ты смотришь на нее и едешь потом, что вообще абсолютно разные как будто автомобили. Сразу смотришь, маленькая машина какая-то поспортивленная, мускулистая, а сел, поехал какая-то такая спокойная, проглатывает ямки, короче, для людей. Купить себе такую машину, короче, на место японца я бы тоже купил, на самом деле. Потому что за такие деньги, ну, грубо говоря, 700, ну, от 700, наверное, начинается, и там, да, 900, наверное, первого поколения можно найти, да? Ну, миллион, может быть. Альтернативы из японцев почти нету таких интересных, комфортных машин. И еще и валящих. Если еще и АМГшного возьмешь, там вообще интересно покататься на таких тачках. Единственное, что вот электронику надо отключать, чтобы было позажигать, но это, в принципе, не сложно, не долго все это сделать. Ну и, естественно, салон. Чисто за комфорт салона и прочее этой можно заплатить такие деньги, что ты сидишь реально с комфортом такой весь. Ну, в России проблема такие машины же не покупают еще эти. У них же налоги дикие. А так машина интересная, конечно. Вот мне вид вообще, конечно, нравится. Вот второе поколение, кстати, не такое. Первое какое-то более
странно. Может, оно было такое, то, что вышло и интересно сразу смотрелось. Второе, они, по-моему, так уже немного зарезали. Тут оно такое грубое. Такое все, морда такая злая, жопа такая приплюснутая, приспортивленная. Даже вот минималки, получается, тачка вообще крутая. Просто минимум ты получаешь, в принципе, неплохой максимум, если честно, по меркам японцев точно. Ну и корейцев, и всякой прочей лабуды вот этой вот. Это Mercedes. Все мы прекрасно понимаем. И альтернатива японцам, наверное, нет, японцев уже не существует, наверное, и не будет, наверное, никогда, которые делают сейчас. И вот эти автомобили будут появляться в городе все чаще и чаще, потому что машины сделаны реально с умом. Все продумано до мелких мелочей, которые очень приятно ими как бы наслаждаться и новые фишки узнавать со временем как бы эксплуатации машины. То есть ты через год узнаешь какую-то интересную фишку, прочитаешь в форуме какую-то интересную вещь, которую ты в машине в принципе вообще не знал. Да, возможно, там внешний вид не всем нравится, но с другой стороны, когда у вас спорный внешний вид, это привлекает внимание. То есть кто-то будет говорить плохое, кто-то будет говорить хорошее, и когда вообще о вас говорят, это уже хорошо. То есть вы не сливаетесь с потоком, вы всегда надеетесь свой автомобиль. И, кстати, он даже в серебристом цвете смотрится очень интересно. То есть серебристый цвет — это стандартный цвет Мерседеса, и вы даже с ним выделяетесь, а будет он черным или каким-то еще, будет вообще просто конфетка. В общем, на этом стоит закончить, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ребята, и все, всем пока, удачи!